Дорогие друзья, совсем недавно в Петербурге отмечался большой праздник, 270 лет со дня создания первого осетинского посольства в Петербурге. Были высокие гости, была большая концертная программа, вот, и нашему старшему Скифу Базаеву была вручена вот такая вот медаль, 270 лет первому посольству Осетии в Петербурге. Скиф, мы вас поздравляем с этой наградой, я думаю, вы очень достойны такой медали. Пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями, вот, может быть, есть какие-то у вас пожелания для земляков. Ну, во-первых, спасибо, что мне вручили вот такую награду. Наверное, в Петербурге многие осетины достойны такой медали, которые занимаются до моего присутствия здесь, в Петербурге, за 40 лет моей творческой судьбе, которой я занимаюсь всю жизнь, показать в своих работах жизнь осетинского народа, начиная от скифов до сегодняшнего дня. Ну, мне привезли, подарили, я, конечно, сказал спасибо. Я присутствовал на 270 лет юбилея, там присутствовал президент Южной Осетии, председатель парламента Северной Осетии, Валерий Гергиев, Булоев Таймураз, ну, очень много осетин и жителей города, гости, которые там встречались. И была большая выставка художников, осетинских художников, которые, ну, в общем, организовали, сделали большую выставку. И вот, не знаю, вроде вот так получилось. Скиф, совсем недавно... Продолжение нажимания слов. Скиф, совсем недавно у вас прошла выставка, посвященная юбилею Кустаха Тагурова. Было очень интересное мероприятие, было очень много также не осетин, вот в частности армянская диаспора была очень большая. Я во время выставки, во время открытия ходил по залу, спрашивал гостей, наших армянских друзей, братьев. Я говорю, вы знаете, такой Кустах Тагуров? Многие говорили, что уже знают о нем что-то. Многие говорили, что не знают и посоветовали, но сейчас они уже как бы понравилось, сейчас будем вникать. Скажите, пожалуйста, на Новый год какие-то у вас намечаются, может быть, выставки, какие-то работы, вот над чем сейчас работаете, может тоже поделитесь пару слов. Ну, то, что вы упомянули выставку в честь юбилея Кустаха Тагурова, там присутствовали осетинские и петербургские художники. Присутствовали известные петербургские русские художники, армянские, разные. И выставка получилась очень интересная, колоритная. А сейчас, в дальнейшем, конечно, у меня планов очень много. Но занимаюсь сейчас выставку сделать, посвященной своей бабушке. Вот она... Покажи его. Вот, как ее звали? Сона. Сона, которая меня вырастила. И хочу, вот мы посоветовались с одним искусствоведом сделать такую выставку, выставка бабушек. Кто, вот именно есть такие люди, которых воспитали бабушки. И вот моя бабушка была выдающаяся женщина в нашем Кударском ущелье. Без нее никогда не проходили похороны. Она была Кавок. Кавок, его звали Большой Засен, или Кавок Сона. Потому что она прошла такую тяжелую жизнь. Во время Великой Отечественной войны все мужчины ушли на фронт, и только остались дети. Вот она все это пережила, вся эта тяжесть, и постепенно стала как этот Каракканак. Ну и вот я хочу посвятить ей выставку петербургских художников, именно посвященную бабушкам. Ну, как Пушкина тоже воспитывала бабушка, поэтому вот такая тема будет бабушек. Конечно, есть много разных тем, но пока мы в следующем году будем планировать вот эту большую выставку. Желаем вам успехов, будем следить за новостями. Скиф, пожалуйста, расскажите пару слов о своей семье. Я знал, у вас есть внучок, занимается спортом, сын тоже Скиф младший, тоже активно и в кино снимается, и занимается музыкой. Вот насколько вот ваша молодежь пошла по вашим стопам, может быть, она в чем-то уже перешагнула ваши заслуги, достигнутые вами успехи, да, пожалуйста, поделитесь тоже об этом. Ну, у меня прекрасная семья,
дай Бог, что все было хорошо. Моя любимая жена Ульяна, Скиф, мой сын, Ари, как раз сегодня первые соревнования моего внука в городские по вольной борьбе. Сейчас в данный момент он борется. Не знаю, что принесет, но я думаю, что такой награда обещал, да? Бойцовское настроение. Утром я его послал со Скифом. И вот хочу, чтобы вот у них было все так, все нормально, слава Богу. У меня сын тоже занимается и в кино снимается, пишет музыку, этномузыку, разбирается во всех делах вообще. Слава Богу, молодцы. Все нормально. Друзья, в свою очередь мы хотим поблагодарить Скифа за приглашение к нему в мастерскую. Очень такая светлая, приятная обстановка, очень много работы. Здесь около 2500 работ, как сказал Скиф, даже как бы сразу глаза разбегаются. Приходите, я думаю, вы будете рады нашим землякам, гостям. Приходите, может попить чай, побеседовать, какие-то темы обсудить, я думаю, будет интересно. Я очень буду рад и поздравляю всех петербуржцев и особенно наших земляков с наступающим Новым годом, и желаю, чтобы приходила молодежь, что я могу, что я знаю, я поделюсь не только в искусстве, живописи и там истории, но и традиции наши осетинские, потому что многое забывается, даже если сам не занимаешься постоянно чем-то, она забывается, надо вспомнить, и молодежи, может, молодые меня тоже к чему-то научат, потому что когда человек свежим взглядом приехал из Осетии, он расскажет, особенно осетины могут жить в Алагирском ущелье, в Дигаре, в Южной Осетии, в разных местах, и у них есть свои особенности, свои тонкости. Осетия большая, она очень глубокая, она очень сложная, поэтому надо хорошо слушать молодежь. Она тебя поведет далеко. Скиф, можно вам задам небольшой политический вопрос? Вот в последнее время уже несколько лет говорят, что Южная Осетия может присоединиться к России, либо лучше, чтобы она осталась автономной республикой, как сейчас. Вы как считаете? Просто такое ваше мнение, как не политик, как обычного петербуржца, как обычного осетина. Как вы считаете, как должно происходить событие, дальнейшее развитие событий? Пожалуйста, поделитесь. Мое личное мнение, Осетия без России не может жить. Потому что Северная Осетия – это большая часть Осетии, она находится в Российской Федерации. Южная Осетия не может отдельно существовать, может существовать, но как мы, большой осетинский этнос, должны быть вместе. И театр, и искусство, и история, и педагогика, и наше культурное наследие, и вера, и все это вместе должно быть одно целое. А так, конечно, можно и делить, там будет это чесанское общество, там лагерское, дигорское, это к хорошему не приведет. Поэтому надо понять, что наши великие люди, тот же Костах Итагоров, Васо Абаев, Махарбек Сафарович Туганов, они все это, вся великая наша культура связана с русской культурой. Она его продвигает. У нас есть возможность, возьмите таких личностей, как того же Гергиева, того же Сохиева, того же бизнесменов, выдающихся, как Булоева, там, Кисаева, Ванеева и так далее. Они не могли расцвестись в маленьком каком-то месте, даже они были бы богатые. Но у них возможностей здесь больше, интереснее. И возможности сделать для Осетии, для России. Мы, в общем, не делим себя, потому что мы погибнем. Этот мир очень жесток. Поэтому одни говорят, давайте отдельная Южная Осетия, отдельная Северная. Нет, должен быть одна цельная Осетия. Я вас поддерживаю, Скиф. Всего доброго, наши дорогие земляки. Впереди новые выпуски. У нас будут интересные гости, сюжеты. До свидания. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Спасибо.